Добрый вечер. Это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это люди очень близкие вообще целиком к миру культуры, искусства. Виль и Эльвира, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Эльвира, я из города Набережные Челны, мне 23 года. Татарский язык я знаю на уровне разговорного, поэтому я не уверена, что я выиграю. Всем привет, меня зовут Виль, мне 27 лет, я из города Казани. Мне кажется, что мой уровень татарского языка где-то чуть ниже среднего, и я думаю, что эта программа мне поможет точно понять, прав я или нет. Выиграю я или нет, я тоже не знаю, это зависит от того, какой высокий уровень будет у моих соперников. Правила первого тура нашей игры очень простые. Сейчас перед вами появятся две темы. Вы между собой как-то решите, кто это будет, у кого будет право выбора, кто будет решать первую судьбу. После этого в рамках данной темы у вас появится 10 слов, которые будет необходимо перевести с русского языка на татарский. Но чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Если отвечаете правильно, получаете 2 балла. Отвечаете неправильно, этот вопрос переходит вашему сопернику, он может заработать 1 дополнительный балл. Договорились? Хорошо. То есть у каждого по 5 законных вопросов, плюс те, которые не ответил его соперник. Все понятно? Да. Да. Ну что ж, тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Let's go! Перед вами 2 темы – религия и торговля. Кто выбирает? Мы выбираем первую тему. Да, тема религия. Вы как-то договориться успели, что ли, значит? Ну ладно. Итак, играем с вами в религию. Не, в религию нельзя играть, играем в тему религия. Да. Давайте так. Кто начнет из вас отвечать первым? Он. Окей. Как на татарский язык переводится слово «религия»? Тün, дим, дин. Третий вариант – дин. Принято. Это правильный ответ. Действительно, тün – это ночь, дим – это либо уговаривание, либо же в Башкирии, в Оренбурге есть такая река – Дим, Дема. А вот дин – это действительно религия. Второй вопрос с Эльвирой играем с вами. Как будет по-татарски мечеть? Ширкяу, мешет, бокша. Второй вариант. Принято. И это правильный ответ. Действительно, ширкяу – это церковь, бокша – это сад. Народ. Переведите на татарский язык, Виль, слово «минарет». Манара, манзара, тантана. Ух ты. Так, ну, мне кажется, это второй вариант. Манзара. Да. Почему вам так кажется? А вы смотрите телеканал ТНВ? Я смотрю телеканал ТНВ. Угу. По утрам смотрите передачи? По утрам, если честно, не совсем удается смотреть. То есть вы больше сова, чем жаворонок? Утро начинается в тот момент, когда открываешь глаза. Это не всегда непосредственно 8 Это не всегда часов. рано утром? Да, поэтому... Согласен. Почему я выбрал второй вариант, не знаю. Как-то кажется, что... Может быть, и первый, но почему-то склоняюсь ко второму. Итак, первый или второй? А еще раз повторите, как там... Манара, Манара. манзара, тантана. Вот первые 2 слова, они настолько созвучны друг с другом. Я вас обрадую, между ними только 1 буква разницы. Да. Ну, не знаю, наверное... Вы как-то так переспросили, так с каким-то намеком. Мне кажется, все-таки я изменю свое решение. И первый вариант. Принято. Уж не знаю, я ли повлиял, либо действительно интуиция помогла. Но это правильный ответ. Манара – это действительно минарет, манзара – это вид на что-нибудь, а тантана – это торжество. Почему я спросил по поводу утреннего телевещания? У нас есть программа, которая называется «Манзара». Идет она по утрам. Да, кстати, между прочим, еще один перевод этого слова – это панорама. Так, 4-й вопрос. Играем с вами, Эльвира. Переведите на татарский язык слово «полумесяц». Ярым утрау, ярым ай, ярым уткергиш. Какое слово вам больше всего нравится во всем этом списке? Это они какие-то сложные все. Ну, по-моему, все просто. Смотрите. Ярым утрау, ярым ай, ярым уткергиш.
Я не знаю, ну давайте я так выберу просто тогда. Вот смотрите, если к ярам утрау Ярам это добавить- половина, да, я это знаю. Как бы в добавить 3 еще словах ярам оно утрау, есть. утрау получается утрау. Если к ярамай прибавить еще ярамай, получается целый ай, правильно? А если к ярам уткергиш прибавить еще ярам уткергиш, будет Второй вариант. уткергиш. Второй вариант. Принято. И это правильный ответ. Действительно, Ярамай это полумесяц, Ярамутрау это полуостров, а Ярамуткергеш это полупроводник. Играем с вами Виль. Скажите, пожалуйста, как на татарском будет слово молить? Ялвару, утену, уфтану. Второй вариант «Утяну». Прям уверенно заявили об этом, да? Мне кажется, что да. есть Кажется, молить я, это «утяну». Ну, «Утянам», вот молю, как-то вот, по-моему, что-то такое, если я не ошибаюсь. Как скажете, принято. И это неправильный ответ. Нет? Кстати, есть здесь уникальный шанс заработать 1 дополнительный балл, Эльвира. Как вы думаете, как будет молить по-татарски? Ялвару или уфтану? И утяну это неправильный ответ. Утяну это неправильный ответ. Нет, вы можете еще раз его выбрать, конечно. Тогда первый вариант. Принято. И это правильный ответ. Молить это действительно ялвару. Утяну это просить Утянам, в да. значении. А уфтану это жаловаться, сетовать на что-то. Ну вот. Играем с вами. Эльвир, скажите, пожалуйста, как на татарском будет слово простить? Гафу утяну, ярлакау, жиберу. Простите, я поняла. Второй вариант. И это правильный ответ. Гафутину это просить прощения. Жиберу это отпустить. А ярлыкау это действительно простить. Играем с вами, Лиль. Переведите на татарский язык слово пророк. Юлауще, изге, пигамбер. Так. Мне кажется, что это третий вариант. Пейгамбер. Пейгамбер. Принято. И это правильный ответ. Между прочим, слово-то персидское. Знаете, что означает на самом деле? Пейгам – это весть. Бар – это тот, кто несет. То есть тот, кто несет весть. Оттуда появилось слово пророк. Пейгамбер. Вот такая вот этимология. Юлауще – это путник, а изгес – это святой. Да. Вот так вот. Играем с вами. Прям смотрю, и вопрос для вас, если честно. Да? На вас посмотрел, Давайте. да, и сразу. Прям. Переведите на татарский язык слово ангел. Крак, мелек, мубарак. Первое и третье слово, как бы я слышала, да? Вот второе нет. Ну, давайте будет третий вариант. Что уж. Уверен, третий. Нет. Тогда второй вариант. Первый, потому что это будет лопата. Это никак не может быть ангелом. Принято. И это правильный ответ. Маляк это действительно ангел, крак это лопата, а мубарак это благословенный. А еще, кстати, иногда ангел говорят фариште. Ну да, это я знаю. Виль, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово купол? Тубе, гумбаз, махабат. Ну, это точно не третий вариант, потому что махаббат это, как мне память не изменяет, любовь. Ну, это я вам потом скажу. Нет, не прав я? Частично. Частично? Это другой случай, что буквы. А, да, может быть, там, кстати, должно быть 2 буковки, да? Возможно, в этом слове. Ну, в общем, почему-то мне кажется, что это не третий вариант. Если брать первый и второй. Гымбез, честно, не знаю, что это за слово, но созвучно гымбе – это, по-моему, гриб по-татарски. Если логически рассуждать, гриб, то есть он имеет куполовидную, может быть, в чем-то, ну, при определенных случаях форму. Возможно, что второй вариант. Тубе тоже я слышал, конечно, это слово, естественно, но вот не знаю, несмотря на то, что логически может быть второй вариант, я выберу первый, наверное. А вы где на татарском обычно общаетесь? Вот тут варианты какие-то слышите, видите? Вот.
Вы у меня конкретно Да, спросили? у вас, конечно, конкретно у вас. Вот сейчас мне очень интересно. Меня мучает этот вопрос. И... Ну, если углубляться в мою вообще историю, то я в детстве разговаривал по-татарски со своими бабушкой и дедушкой. Вот. И на тот определенный период как-то татарский язык мой был в неплохой форме. А потом постепенно он стал теряться. А сейчас я общаюсь с татарской средой, наверное, с молодежью татарской, с культурой, музыкальной в том числе. И вот как-то перенимаю какие-то слова, ну и не только перенимаю. И поэтому вам кажется, что тубе это купол. Ну, я просто такое заключение саморайз сделаю. Ну, не знаю. Ну, хорошо, давайте второй вариант. Давайте. Принято. Уж вроде и я не такой настойчивый, но в итоге правильно. Тубе это крыша, гумбас это купол, а махаббат, почему я сказал, что вы частично правы, действительно это не купол. Вот в этом вы правы. Но в том, что вот это написание слова махаббат, это любовь, это вы не правы. Махаббат в данной ситуации это величественный. А тот махаббат, который имели вы, там другая буква Х и две буквы Б. Точно. 10-й вопрос, это последний вопрос первого тура. Эльвира, вот вы вообще часто общаетесь на татарском? Ну, сейчас нет. Раньше, как бы, когда я училась, да, приходилось, потому что у меня была татарская группа. Когда я поступила, я очень плохо разговаривала на татарском языке. Училась я в русской школе. Ну, татарский язык там 2-3 раза в неделю, да, вы знаете, Это в наверное. университете культуры и искусств, я так понимаю. Это в школе у меня был. Ага. Очень плохое, то есть обучение, ну, как бы 3 раза в неделю это немного. А уже в университете, да, татарская группа. Меня прям давали какой-нибудь девочке, которая из моей группы очень хорошо знает язык, и заставляли с ней разговаривать на татарском языке. И книжки я читала специальные, то есть радио я старалась слушать только татарское в то время. А как вы думаете, вот в школах на достойном уровне преподается татарский язык сейчас? Базовые, ну, как бы да. Есть же подразделения для русскоязычных, татарский язык, да, и для детей из татарских семей, то есть у них уже усиленная программа идет. А вот у меня вопрос такой, вас не огорчает, что в русскоязычных группах появляется большое количество детей татар? Ну, огорчает, да, это плохо. Ну ладно, 10-й вопрос очень простой. Переведите на татарский язык слово проклятие. Сагадат, магнауят, лагнат. Сагадат, магнауят, лагнат. Сейчас. Слова знакомы вам? Третий слышала, первые 2 нет. Вы знаете, есть такая специфика, что иногда слово несет вот оттенок в себе, да? Проклятие, это же плохое слово. Да. Да, чисто фонетически вот на звук. Как вам кажется? Сагадат, магнауят или лагнат? Второе и третье слово, они грубые, да? Но для лагнет это, скорее всего, хорошее слово, я считаю. Ну, наверное, второй вариант тогда будет. То есть вам кажется, магнауят это проклятие. Там есть твердый знак, он грубый. Да, а в лагнате нет твердого знака. Лагнет, оно как-то мягче звучит. Итак, ваш ответ. Ну и там тоже есть твердый знак. Пусть будет третий. Так, второй или третий? Третье слово я слышала, пусть будет 3. Вариант 3. Принято. Уж не знаю, как так получается, но в данной ситуации фонетика не обманула. Это правильный ответ. Действительно, проклятие – это лягнат. Магнауят – это духовная жизнь. Да? А сарадат – это счастье. Счастье? Это арабский корень. Ага. На этом первый тур подошел к концу. Эльвира, вы набрали 11 баллов. Виль, вы набрали 8 баллов. Отставание между вами, честно говоря, минимальное. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Эльвира и Виль. Сейчас начнется второй тур.
Традиционно перед вами появятся две темы. Право выбора будет у того, у кого больше баллов по итогам первого тура. И это вы, Эльвира. После этого я задам вам 10 вопросов. Вам нужно будет перевести 10 слов с татарского языка на русский в этот раз. Но чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Традиционно, если ответите правильно, получите 4 балла. Ответите неправильно, право ответа уйдет к вашему сопернику. И он может забрать дополнительные 3 балла в свою копилку. Все понятно? Да. Все очень просто. Мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Let's do it, друзья. Итак, Эльвира, события сельское хозяйство. Во что играем? Давайте первый. Давайте первый. Давайте играем в события. Играем в события. Вопрос первый. Как с татарского языка переводится слово «бейрем»? Отдых, праздник, тишина. Я отвечаю, да? Да, Второй праздник. принято. И это правильный ответ. Да, действительно, бейрем – это праздник. Тишина – это тынлык, а отдых – это ял. Второй вопрос. Играем с вами, Виль. Как с татарского языка на русский переводится туган кун? День знаний, день рождения, проводы. Туган кен переводится день рождения, второй вариант. Принято. И это правильный ответ. Действительно, день знаний белем күні, а проводы узату. Туган кун – это день рождения. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка переводится слово туй? Свадьба, концерт, именно лечение. Первая свадьба. Принято. И это правильный ответ. Действительно, свадьба – это туй, концерт – это концерт, а именно лечение – это исимкушу. Вилли, следующий вопрос играем с вами. Как с татарского языка переводится слово «бахетле»? Вкусный, сладкий, счастливый. Ну, Вот слово «бахетле» вам что-нибудь напоминает? да, магазин. Я так думаю, то, что вы не просто так поставили как раз-таки первый вариант, чтобы немножечко сбить с толку, наверное, с человека. Ну, вы не такой. Но в этом случае, наверное, мне кажется, я прав. Это третий вариант – счастливый. Принято. И это правильный ответ. Вкусный – это тямле, сладкий – это татлы баллы, а вот бахетле – это счастливый. Хотя, если все татлы баллы, то, мне кажется, ты бахетле. Да. Есть какая-то логика в этом. Прям вам везет с вопросами, Эльвира, если честно. Как с татарского языка на русский переводится слово «каляш»? Бракосочетание, невеста, развод. Келеш, невеста. Каляш невеста. Довольно до ужаса. Принято. И это правильный ответ. Действительно, каляш это невеста, бракосочетание это никах лашу, а развод это уайрылашу. Вот дай вам Бог первое и не дай вам Бог второе. Спасибо. Вам тоже. Вилли, играем с вами. Как с татарского языка переводится «эзерлянерге»? Готовить, готовиться, изготавливать. Эзерлянерге переводится готовиться. Эзерлянерге. Ну, готовиться Принято. к чему-нибудь. И это правильный ответ. Чувствуется, вы готовитесь постоянно. Знать бы к чему. Готовить эзерлярге или ошарга-пширге, да, смотря в каком значении. Эзерлянерге готовится, а изготавливать йосарга или шлярге. Следующий вопрос, номер 7. Играем с вами, Эльвира. Как с татарского языка переводится тобан? Накрытый стол, маленькое полотенце, обряд. Первый вариант. Накрытый стол. Прям уверены, да? Ну, табан рядом. Накрыла стол. Ну, тут с девушкой-татаркой точно не поспоришь. Это правильный вариант ответа. Действительно, табан – это накрытый стол, маленькое полотенце традиционно или салфетка – это тостомал, а обряд – это ела. Как с татарского языка «виль» переводится слово «шахид»? Жертва, свидетель, несчастный. Я вот помню, в первом туре я примерно где-то же вот в этой части вот вопросов ошибся. И чувствую я, что-то сейчас мне придется подключать какие-то резервы своего мозга, чтобы ответить правильно. Ну да, вот представьте, что вам объявили экономическое, точнее, вот подсказочное эмбарго, и тут надо сейчас самому собраться. Так, Внутренние ресурсы. жертва, шахид. Хотя, если вот тоже, опять же, логически рассуждать, шахид. Скорее всего, наверное, первый вариант – жертва. То есть такое страшное слово, наверное, это... Ну, не буду говорить, там, с чем это связано, мне кажется, это первый вариант.
Вариант принят. И это неправильный ответ. Эльвира. Дополнительные 3 балла к тем, которые вы заработали благодаря Каляш, Туй, ну и... Про свадьбу думаете? Шахид, да? Свидетель несчастный. Вы когда-нибудь на Никахе были? А, я понял. На Никахе? Да. Нет, нет. Как вы думаете, из какого языка пришло слово шахид татарский? Татарский какой-то. Может быть. Арабский, может быть. Может быть. Может быть. Может быть. А может не быть. Все может быть и быть все может. И только то не может быть, чего уж точно быть не может. И даже это может быть. Шахид. Ну, я думаю, что это свидетель. То есть не несчастный. Нет. Ну что ж, принято. И это правильный ответ. Слово «шахид» появилось от арабского глагола «шахада» – «свидетельствовать». Оттуда и, собственно, существительное. Тот, кто свидетельствует, это шахид, является свидетелем. Вот. А стереотип, действительно, здесь немножко вас подвел. Да. Жертва – это курбан. Курбан, Шахид – да. это свидетель, а несчастный – это либо бахацис, либо бишара, говорят, мискин. Ну, то есть в каком значении. Ну, вообще, бахацис – это несчастный человек. Итак, 9-й вопрос. Играем с вами, Эльвира. Это ваш законный последний вопрос 2-го тура. Да? Как переводится слово «яушелау»? Охота, сватовство, приглашение. Первый вариант. Принято. Что ж вы мне не верите-то постоянно? Я же говорю, вам везет на такие вопросы. Это неправильный вариант ответа. Вилли, играем У с- меня есть шанс, да? Да, у вас... Чуть-чуть приблизиться к Эльвире. Второй вариант – сватовство все-таки, скорее всего. Принято. Все-таки мы добили этот вопрос, и это правильный ответ. Яушелау – это действительно сватовство, аушелек – это охота, а приглашение – это щакару. Спасибо. Виль, чтобы сократить отставание от Эльвиры, необходимо сейчас набрать эти самые баллы и правильно ответить на вопрос. Все очень просто. Как с татарского языка переводится слово «жаназа»? Застолье, похороны, измена. Так, ну опять у меня такой вариант, когда я точного ответа не знаю. Но если брать слово «женаза», «жен», «жен» это, кажется, душа по-татарски, если я не ошибаюсь. Скорее всего, значит, это как-то связано. Вот «женаза», что-то с таким тонким миром, возможно. Ну, наверное, все-таки не похороны. Все-таки нет, мне кажется. Два варианта: застолье или измена. Мне кажется, третий вариант. Измена. Да. Принято. И это неправильный вариант. Эльвира, как вы думаете, жаназа – это застолье или похороны? Застолье. Похороны это куму, как я знаю. Да? Жаназа. Застолье пусть будет. Пусть будет застолье. И это неправильный вариант. Ужас. Спешу вас, не знаю, вам сказать, наверное. Слово жаназа вообще арабское слово. И означает она как раз-таки погребальный обряд. Поэтому похороны. То есть я был, в принципе, логически близок. Ну, Только не жен, а жан. Жан. Жен это Жан. черт. А, да? Действительно, жаназа – это похороны, застолье – это мәжлис, а измена – это хиянет. А куму – это хоронить. Также еще говорят жирляу. Да. Виль, вы во втором туре заработали 15 баллов. Эльвира, вы во втором туре заработали 19 баллов. На данный момент ситуация следующая. По итогам 2 туров Виль у вас 23 балла. Эльвира у вас 30 баллов. Но все может измениться. Впереди финальный раунд. Нас ждет битва не на жизнь, а на смерть. Виль, Эльвира, сейчас традиционно перед вами появятся 2 темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первых 2 туров. Это вы, Эльвира. После этого я задам вам 10 вопросов, 10 слов, которые будет необходимо перевести с русского языка на татарский.
Но только в этот раз 3 вариантов ответа у вас не будет. Ответите правильно, получите 4 балла. Ответите неправильно, вопрос уйдет вашему сопернику. И в этом случае он может заработать аж 5 дополнительных баллов. 5? Так что все серьезно. Готовы? Готово. Это финальная битва. Здесь все решается. Телеигра «Переведи». Let's finish. Эльвира, 2 варианта. Календарь или спорт? Во что играем? Играем в календарь. Играем в календарь. Итак, как по-татарски будет ночь, Эльвира? Ночь? Тен. Принято. Это правильный ответ. Виль, как по-татарски будет неделя? Да, я знаю это слово точно. У нас таких 2 как минимум. Да? Я тоже знаю это слово, но не скажу. Да, но мне сейчас надо вспомнить. Так, ай – это месяц. Наверное, не знаю, вам виднее. Ел – это год. Ну, я так все, что знаю по временам. А неделя... Как же будет неделя? Ну, давайте. Одна. Здорово. Это правильный ответ. Наконец-то. Да, какие-то у меня там штучки соединились, видимо. Отлично. Эльвира, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет 3? 3. Эш. Браво. И это правильный ответ. Скажите, пожалуйста, Виль, как по-татарски будет 5? 5 по-татарски будет биш. Это правильный ответ. Эльвира, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет послезавтра? Послезавтра будет иртеге сонга. И это неправильный ответ, к сожалению. Точнее, будем так говорить, это не литературный татарский язык. Как будет послезавтра? Это нам сейчас скажет Виль. После этого. Виль, эти 5 баллов вам нужны. Да, мне они очень нужны, необходимы даже. Завтра будет иртеге. Кто бы сомневался. А послезавтра... Наверное, не помогут мне в этот раз эти 5 баллов. Не могу сказать точно, как это будет. То есть я вот знаю этот же вариант, который Эльвира сказала, что-то другое. Вариант принят. Послезавтра по-татарски в литературном варианте будет «Бүрсікінге». Виль, играем с вами? Да. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет год? Год по-татарски будет... Ну, в смысле не год, готический стиль, а год. Если год. Ел? Это правильный ответ. Эльвира, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет суббота? Сейчас. Давайте. Считаешь? Суббота? Шимбе. Принято. И это правильный ответ. Виль, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет пятница? Жемга. Принято. И это правильный ответ. Эльвира, вам немного специфический вопрос. Как по-татарски будет слово «январь»? По-татарски слово январь будет гынвар. По-татарски слово «январь» будет «гынвар». И это правильный ответ. Поздравляю. Виль, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет понедельник? В столице Таджикистана были когда-нибудь в гостях? Тут не ездили? Нет.
Ладно, нет. Нет, на самом деле я знаю все названия на татарском языке, как будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, только я не помню хронологию, то есть... Ничего страшного, сейчас я вам помогу. Смотрите. Столица Таджикистана, город... Хорошо, давайте по-другому. Столица Казахстана, город... Так, ладно. Представьте, что у вас нет ванной дома. Если бы у вас не было ванны, вы бы куда ходили? В баню. Называется, ты человеку веревку бросаешь, он говорит, не, я сам полезу. Ты ему веревку бросаешь, Понедельник будет он Душанбе. аркан выкидывает. А? Душанбе понедельник. Правильно, Душанбе. Принято, это правильный ответ. Я вас спешу обрадовать, столица Республики Таджикистан, город Душанбе. Да, я знаю, я что-то просто немножко так... На этом финальный тур и целиком наша сегодняшняя игра подошла к концу. Виль, вам немного не хватило. Вы умудрились сократить разрыв, но этого было недостаточно, чтобы одолеть сегодня Эльвиру. Виль, вы набрали 43 очка. Эльвира, вы набрали 46. Вас я поздравляю с победой. Виль, вам желаю как можно больше общаться на родном татарском языке. Спасибо. От компании «Татарстан. Новый век» и от телепроекта «Переведи» мы дарим полезные подарки. Спасибо. Мне поменьше, да, конечно? Ну ладно. Спасибо большое. Разговорник? Да, отлично. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровне. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Первое, что я хочу сказать, это большое спасибо программе «Переведи», потому что я получил неподдельное удовольствие, приняв участие в ней. Пожалуйста, разговаривайте на татарском языке, татарский язык прекрасен. Все равно татарский язык, мы живем в Татарстане, все должны знать. Какие-то, да, слова я для себя узнала. Какие-то слова вот именно нужно приходить. Пусть дальнейшим участникам я желаю победы, удачи.